величие тайги, мощь и раздолье великой реки Лена, великолепие природы и неудержимость стихии. Якутск – город на вечной мерзлоте, город, где живут люди, сохранившие тепло сердец и любовь к родному краю. Самый холодный регион планеты, Республика Саха-Якутия, тепло приветствует юных спортсменов из самых разных уголков азиатского континента и дает главный старт незабываемому празднику спорта для детей и юношества. Уже на протяжении 20 лет долина Туймада принимает гостей и участников международных спортивных игр «Дети Азии». На эти несколько дней Якутск становится детским спортивным центром Азии и притягивает внимание тысяч спортсменов и болельщиков. Игры «Дети Азии» – единственный проект в России, который проводится под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. За 100 дней до начала 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» в Верхоянском Улусе в горах Киселях началась эстафета огня игр. Факел, изготовленный в виде бивня мамонта, пронесли по всем 35 улусам Якутии. В эстафете огня участвовали почти 2000 человек. Вот и настал этот долгожданный, радостный вечер. Грандиозный, яркий праздник детского спорта, мира и дружбы снова пришел на древнюю землю Аланхо. От имени многонационального народа нашей республики сегодня я снова говорю всем гостям: добро пожаловать в Якутию, добро пожаловать в край алмазов, вечной мерзлоты и горячих сердец живущих здесь людей. Привет, Якутск! Hello, Якутск! Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья! Приветствую участников и гостей 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». В этом году мы отмечаем их 20-летие. Для детских игр это, конечно, солидный возраст. Я всех поздравляю с этой датой. У игр особый статус. Они проходят под эгидой Международного олимпийского комитета. Россия, где любят и уважают спорт, гордится тем, что принимает такие важные соревнования. Многие юные спортсмены, которые заявили о себе здесь, в Якутии, уже действительно вошли в спортивную элиту не только Азии, но и всего мира. А сами игры стали глобальной площадкой для продвижения идей олимпизма. Объявляю 6-е международные спортивные игры «Дети Азии» открытыми. I declare open 6th Children of Asia International. В открытии 6-х международных спортивных игр «Дети Азии», помимо традиционного красочного действия, наполненного различными национальными сюжетами и отрывками из национального эпоса, в этом году незабываемым зрелищем была церемония зажжения огня международных спортивных игр на священном озере Сайсары. В 6-х международных спортивных играх «Дети Азии» приняли участие около 3000 юных спортсменов из 35 зарубежных стран и 8 регионов России. Обслуживали соревнования более 700 судей. Сейчас решающий матч. И, возможно, они побеждают, они берут золото. Команда Сибирского федерального округа.
я знала, что за нами стоит, что стоит за нашей командой. Республика Хакасия, Сибирский федеральный округ и, в конце концов, наша страна, Россия. В программу 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» помимо традиционных видов спорта были включены 4 национальных. Масс-рестлинг, перетягивание палки, борьба хапсагай, якутская борьба, якутские национальные прыжки и международный кураж. Национальные виды спорта – это и память о традициях предков, и уникальная возможность сохранения самобытной культуры, воспитания подрастающего поколения. Буду чемпионом Олимпиады и мира. Я буду чемпионом Олимпиады. Во время проведения игр в культурном парке в торжественной церемонии награждения участвовали десятки юных спортсменов-победителей. Всего за время игр «Дети Азии» в соревнованиях было разыграно 211 комплектов медалей в 22 видах спорта. В общекомандном медальном зачете больше всех наград завоевала команда Сибирского федерального округа. Сборная Республики Саха-Якутия – вторая. Тройку замыкает Казахстан. Во время 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» состоялась международная научно-практическая конференция «Международные спортивные игры «Дети Азии. Фактор продвижения идеи олимпизма и подготовки спортивного резерва», посвященной 20-летию первых международных спортивных игр «Дети Азии» и 120-летию олимпийского движения в стране. В работе научного форума приняли участие ученые из 29 зарубежных стран, ректоры ведущих федеральных спортивных вузов, руководители региональных органов власти в сфере физической культуры и спорта, общественных спортивных организаций, национальных олимпийских комитетов, международных и континентальных федераций по видам спорта. Всего обсудить перспективы игр «Дети Азии» собралось 469 человек. В рамках культурной программы игр проводится международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо». В этом году гостям и жителям Якутска представили 13 шедевров устного нематериального наследия человечества. За 20 лет игр набралось много историй триумфального покорения спортивных вершин выпускниками детских Олимпийских игр. Так еще называют игры «Дети Азии». Нынешние олимпийские чемпионы, призеры главных международных турниров, спортивные звезды. Когда-то они в первый раз поднимались на спортивный пьедестал почета именно в Якутске. Тогда мы просто верили, что это начало большого пути. А сейчас знаем, что «Дети Азии» — это начало побед. Из числа участников международных спортивных игр «Дети Азии» более 50 спортсменов приняли впоследствии участие в Олимпийских играх. Многие стали чемпионами и призерами Олимпийских игр в Пекине, Лондоне и порядка 30 победителями и призерами юношеских Олимпийских игр в Нанкине. Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся каждые 4 года. В целях дальнейшего развития спортивного форума Международным комитетом игр было принято решение о том, что в 2020 году эти соревнования будет принимать другая страна.
Игры Дети Азии – это не только спорт, торжество воли к победе и силы стремления вперед, но и причудливое пересечение множества древних культур и традиций, искреннее желание найти самое главное – обрести себя в бесконечном многообразии современного мира. In blue corner, Christian P. Lauren, Philippines. Время, проведенное на играх Дети Азии, это незабываемый праздник спорта не только для спортсменов, тренеров, судей, но и всех тех, кто все это время был рядом и старался обеспечить максимальный комфорт и достойные условия для соревнований и отдыха. Члены оргкомитета, переводчики, волонтеры, участники культурной программы, шеф-повара, спонсоры, представители министерств и ведомств. На протяжении всех дней они вместе с гостями создавали неповторимую атмосферу гостеприимства и дружбы. Благодаря слаженной работе всех организаторов, игры Дети Азии 2016 прошли на самом высоком уровне, что было отмечено всеми участниками соревнований. Следующие, 7-е международные спортивные игры Дети Азии пройдут в Монголии, городе Улан-Батор в 2020 году.